Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И я решил с вами поделиться еще одним интервью с Султаном Оздоевым, который проживает в Алмате, в Казахстане, и он является очевидцем тех драматичных и трагичных событий февраля 1944 года. Но и для своих новых подписчиков и для тех, кто не знает, я хочу напомнить, что в феврале 1944 года произошла депортация войнавских народов, ингушей и чеченцев в Среднюю Азию. В основном отправляли в холодные степи северного Казахстана. И вот Султан решил дать мне интервью и поделиться своими воспоминаниями. Если интересно, тогда прямо сейчас подпишитесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Поставь лайк этому видео в поддержку, а также ваш лайк поможет этому видео подняться. И тогда и другие люди, помимо вас, моих постоянных подписчиков, увидят и узнают правду, такой, какой она была. Потому что про эти события не пишут учебники истории. Конечно же, делайте репосты, рекомендуйте друзьям, близким и родным. Если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать», тем самым получите доступ к закрытой информации и к неизданным на всю публику видео. Ну а сейчас оставайтесь со мной, никуда не уходите. Поехали. Сейчас я нахожусь в Алматы, в таком замечательном месте, в кафе, и здесь я нахожусь не случайно, потому что я вновь встретился с очевидцем событий депортации того ужасного и трагичного февраля 1944 года. Я рядом нахожусь с Султаном Оздоевым, и прежде чем мы начнем говорить о депортации, я бы хотел попросить Султана рассказать немного о себе, о своей деятельности. Как вы в Казахстан попали, мои подписчики уже поймут. Это мы немножечко попозже поговорим. А так, в двух словах, чем вы занимались в молодости в Казахстане? И родители ваши также чем занимались? Ну, так, вкратце. Спасибо. Ну, я Оздоев Султан Мажитович, уроженец села Базоркино. Ну, как всех депортированных чеченцев и ингушей, в 1944 году, 23 февраля, мне было где-то 4 года. Родители мои были крестьянами. Они умерли до высылки перед войной. Нас было 6 сирот. Этот трагический день, детская память, она цепкая. Я помню, как сестры плакали, но среди которых конвоиры, они тоже разные, люди же разные все. Сестрам сказали: вас везут в холодные места, что-нибудь теплое, берите теплые. Но они начали разрезать там материнскую кошму и с них, в общем, что-то шить на ноги. Солдат, который должен был нас уже грузить на телегу, чемодан стоял собранный, пнул его, открыл, там начал шариться кое-что карман, а я возле сестры стоял, возле этого чемодана. Он вытащил оттуда отцовский кинжал и себе на пояс повесил. Вот это я запомнил четко. Брата с нами, он был у бабушки, у матери мамы. Он был выслан вместе с ними. И нас, в общем, погрузили на нашу же телегу, лошадь наша была отцовская. И повезли, говорят, в Беслан. И там шла уже, старики и старше 15 лет парни, все стояли, я помню, окруженные вооруженными солдатами, отдельно стояли, большая, в общем, толпа. Остальных, в общем, уже погрузка шла.
Ну, вереницей люди выстраивались. И один нашелся, кто садился в вагон, каждого пинал. Но один рядом стоящему сказал: если он мне пнет, я ему сдачи дам. Но он сдачи дал, его отвели, на месте расстреляли. Ну, в вагонах были нары, на этих вот окошечках решетки. Я запомнил эти нары. Ну, везли нас долго, нас только начали выгружать в марте месяце, хотя погрузка была 23 февраля. И, ну, теснота была. Я вот помню, женщины были с одной стороны, мужчины с другой стороны. На остановку выходить не давали, поэтому естественные потребности там мужчины выбили из досок дырк, завесили там. Ну, таким образом, в общем, соорудили туалет. А я помню, вот там матери плакали, особенно девушки, они стеснялись вот этот вот туалет, который мешковиной завесил. Угу. Это правда, что от мочевого... Заворот кишок. Да. И умирали, мочевой. И матери прятали эти трупы, чтобы похоронить по-человечески. Однако, когда остановки были, их, в общем, санитарная проверка, и эти трупы забирали и выкидывали. В снег? В снег, да. По ходу движения этого состава. Я геолог по специальности, исколесил весь Казахстан. Мне в Уральской области местное население говорило: ваших костей много по железной дороге валяется. Ну, при прибытии в выгрузку я не помню, но помню, как, в общем, нас с сестрой старшей сено затолкали. Затолкали сено, чтобы мы, в общем, и раздетые же были, легко все одетые. Ну, сестры, там сколько ей лет было, одной 16, там 14, 12, они шли пешком. А я вот немножко разгреб это сено и выглядывал, и, в общем, по снегу шли, в общем, почти, можно сказать, голыми ногами. Как они не заболели, я не знаю. Ну, при поселении, я помню, этот домик, мы попали, благодаря, наверное, доброте кого-то и Бога, к мельнику на постой. Он был русским. Его сына в 1944 году уже забрали в армию, и потом пришло, недолго он повоевал, извещение, что он погиб. Вместе с этой сестрой мы с их сестрой, в общем, матерью и отцом, и мои сестры тоже плакали, оплакивали его. Это я помню. Ну, нам повезло. Там от мельницы что-то, тюрю какую-нибудь, в общем, было что кушать, и мы выжили. Ну, а некоторые, вот отец семейства, чтобы не видеть гибель своих детей, в общем, уходил из семьи, там где-нибудь забирался в солому или сено, и эти трупы тоже находили, и потом их. Самое трудное было и после, до 57 года, в общем, пока не было послабления, вырыть могилу. Земля промерзала до 1,20 м, и, в общем, там ломом, топором, в общем. Султан Мажитович, у меня вот к вам вопрос пока по теме. Вот поезда, которые прибывали, да, с этим паровозом, с вагонами,
в Среднюю Азию, в Казахстан, в Северный Казахстан, там, где холодно. Когда вас выгружали из вагонов, вот хоть правда это или неправда, когда ингуши и чеченцы остались уже, как говорится, на волю судьбы, по воле, что там дальше происходило, я не знаю, но вот ходят слухи, что казахи одни забирали и приютили, спасали, а потом пошел слух, что вы людоеды. Вот, вас стали пугаться. Заранее, и третье в рабство забирали. До прибытия вагона распространяли слухи, что везут людоедов. Да, в общем, это очень плохой народ, враги народа. В общем, пропаганда шла. Ну, когда казахи, были списки, как размещение. Там НКВД работало. По спискам размещали, там выбирать кого-то, этого не было. А вот по спискам всех размещали. Были выделены специально ответственные лица, которые соблюдали эти списки, в общем, кто кого куда, вот, какие площади, кто как живет, в общем. Местное население сами, страшная война шла, уже 4-й год, очень бедно жили. Но тем не менее, сочувствие какое-то было. Мы недолго прожили там, уже отца брат, когда нас сажали, в общем, в вагоны, он младшего сына Мурада сказал, вот, умрешь с ними, смотри за сестрами. И его нам, в общем, выделил. Потом он списался, нашли отца, он нашел отца, потом разрешение нам сделали, нас перевезли, уже мы переехали в Акмолинск. Но здесь уже нам пришлось нанимать квартиры, поскольку уже расселения такого не было. Я помню, что все наше имущество, когда платить нечем было, мы переезжали на новую квартиру. В моей памяти по Акмолинску 9 квартир, я помню. С одного в другое. Все наше имущество размещалось на одних санках. Я там сзади толкаю, впереди сестры эти санки тянут. Было трудно, голод помню, как я сидел на койке и не мог слезть. Оказывается, при голоде опухают в первую очередь ноги. Ноги опухли у меня. Сестры работали, одна в спецторге. Все на армию работали. Вторая Маншук Маметова артель. Потом, третья сестра за нами приглядывала. Вот так вот мы. И первый раз в жизни я попробовал, в День Победы, когда было, принесла сестра печенье и конфеты. Вот я 9 мая, в общем, попробовал вот это. Первый раз вообще? Первый раз в жизни, да. Что на Кавказе я не помню, а вот этот вот острый момент, высылки я запомнил. Потом потихоньку мамины братья нам участок в Акмолинске как-то, в общем, выделили. И мы построили домик. Сени были для хранения угля и одна комната. Глиняный пол. Потом мамин брат говорит, вы должны, девчонки маленькие, чтобы рядом вы были, в общем, выкупим вот это вот. Там мы отстроились капитально, уже переехали, тот продали. Рядом было, там недалеко, метров 200. Султан Мажитович, а из какого села или города Ингушетии депортировали вашу семью в 1944-м? Нас депортировали из села Базоркино, где и прадеды, и отец из дома. Он собирался нормальный дом построить, небольшой такой. Я этот дом видел в 1992 году.
Там вроде сказали, продают его, я ездил смотреть. Ну и села Базоркино. Я уроженец села Базоркино. Там я был, Базоркино, сегодня его называют Чермен. Там есть родовое кладбище. Вот. У вас там ваши родственники близкие? Все деды, прадеды похоронены в этой вот кладбище там есть. Я был на этой кладбище. Там разбитые, собранные памятники. Да. Они, к сожалению, с этих памятников тротуары строили, там фермы строили. Ну, И я вас перебью, в одном из своих блогов Цой Юрт, по-моему, назывался, Дангарон сейчас называется. И я нашел под мостом как раз-таки ваши камни, из которых сделан этот мост. Заштукатурено, правда, все было, но мне пришлось там штукатурку немножко подковырять, для того, чтобы я туда поехал не спровоцировать, а показать, что это было правда, когда вас депортировали, стали заселяться в ваши дома, стали разрушать и заниматься вандализмом, с кладбищ стали забирать эти камни надгробные, из них строить фундамент, естественно, делать, дороги строить там и плюс что у дома. Нахожусь под мостом здесь не случайно. Я сюда приехал для того, чтобы снова показать вам и рассказать, потому что некоторые хейтеры и даже историки говорили мне, что ингуши всегда сочиняют, рассказывают сказки, мифы и так далее. Про то, что не делали из надгробных камней ингушей никакие постройки, никакие дороги. Вот я сейчас нахожусь под мостом здесь, вот. И я нашел под этим мостом материал, камни, из которых был сделан этот мост. Вот. Сейчас покажу. Вот она, эта вязь, видите? Вот она пошла надпись. Это все не просто так. Получается, делали действительно из этих камней надгробных. Вот все четко видно, все просматривается. Где-то ты еще, да, нашел? Покажи, пожалуйста. Так, сейчас. Вот еще один. Вот это четко вообще видно все. Видите? Я просто был на кладбище в Чермене, в Ингушетии. Вот, ну, в Чермен я все ее Ингушетия называю. Незаконно переданные земли, короче, в состав Северной Осетии. И там вот я видел такие плиты. Да. Мы... Все, в принципе, я снял. Я вам приведу пример такой. В 1800 каком-то году потерпело русское судно у берегов Японии. Погибших матросов эти японцы собрали на берег, которые волной были выброшены. Они их похоронили и до сих пор, до сегодняшнего дня ухаживают за их могилами. Вот это культура, это дух народа. Я не знаю, как это назвать. Вандализм это настоящий, это не по-соседски. Это даже... Кто воюет с покойниками, я не знаю, как безбожники. Это... Как другим словом их назовешь? Да, осетины тоже есть нормальные люди. Согласен, знаю. Да. У нас был преподаватель Георгий Цараевич Медоев, член-корреспондент Академии наук. Он курировал надо мной, говорил, вот ты сидишь на золотой жиле, докторскую, когда я ему дал статью в 1979 году, он прочитал и отзыв дал в печать. Раньше же было очень строго, сейчас говорят, пишите, никто не читает даже. И не пишет уже. Да. И он один внутренний, один внешний. Он мне дал отзыв в печать. А вторую записку я сохранил все.
вот тебе тема твоей докторской диссертации, Дундук написал. Он очень человечный человек был, он мне даже, чтобы я съездил на защиту, мне командировку не давали в Новосибирск. Я должен был в Москву поехать, там доложиться при передовое предприятие. В аспирантуре я был в Москве, а в докторантуре в Новосибирске. Он мне, я говорю, твое положение знаю, садись. Я говорю, я не имею права. Кто из нас старше? Вы, конечно. Вот я тебе приказываю, садись. Достал старый кошелек, дал мне 300 рублей. Разбогатеешь, отдашь. Я на эти деньги слетал в Москву, доложился, перелетел в Новосибирск. Потом поехал, когда поехал в экспедицию после защиты, заработал деньги немного, пошел отдавать. Он говорит, если ты из кармана руку вынешь, то больше сюда не зайдешь. Но я ему курировал, они старенькие были, он 901 года. Вот в этом году будет 120 лет. Я обязательно про него статью напишу. Но я считаю, что я его память открыл библиотеку, где он преподавал в этом корпусе, в комнате, собрал все его труды. Потом, когда при его жизни я там, Алан у него талантливый сын был, он в 80-м году умер. Я комнату ему помог отремонтировать, в общем, лекарства, питание. Я помогал, как младший, не забывал про добро, которое он меня поддержал. Мебель заказал, одну стенку на всю. Этот кабинет до сих пор функционирует, где он работал, преподавал. Исключительно одаренный человек был. Всех под одну гребенку нельзя. Но... Если вот снова вернуться к теме депортации, может быть, для вас это сейчас будет очень лично, да, и где-то грустно, но это жизнь. А кто у вас погиб из близких вам людей в этой депортации? Вот самых близких. Сестра. Сколько было ей лет? Она с 27-го, в 58 году, она умерла. Самая из нас, в общем, можно сказать, она все время меня настаивала, что я должен учиться. Я с 8 лет работал, дома работал. Потом, когда подрос, я ростом высокий был, я грузчиком работал. Ну и вместо сестер я ездил, помню, во время, в 45-м году я так вот, ну, девушек не пошлешь в колхоз, там же всех подбирали, даже с базара, с улицы ловили. И там я на волокуше ногой не доставал. Помню, и на комбайн был прицепной, сталинец. И там, в общем, вот этой колхозной работы тоже я работал. Ну, когда я отморозил ноги, начал болеть, сердце шалить, я решил учиться, в общем, окончить. После 8 класса я пошел работать грузчиком. Ну, возраст уже подпирает. Гонев был такой завуч, школа имени Абая, 8-я школа в Акмолинске. Тоже сосланный грек. Гонев Василий Иванович. Я у него учился, видимо, он знания мои знал по математике, физике. Я говорю, Василий Иванович, мне бы не хотелось год терять, я вас прошу мне табель дать, он завучем был, за 9 класс. А ты не подведешь? Не подведу. Он мне дал табель, я кончил 10-летку в 61 году, поступил в политехнический институт на
специальность геологии нефтегаза. Мне везло на хороших людей. Очень повезло. У меня руководители были по кандидатской белорус, академик Белорусской академии, Российской академии, по докторской куратор, вице-президент Всесоюзной академии. Ну, спрос, жесткий спрос был. Ничем мне не прошали по науке. Ну, таким путем я... Как часто вы бываете в Ингушетии и именно в пригородном районе на своей исторической родине? С лидерами района, ну, с Аушевым в 92 году я виделся. Потом Зязиков. Исключительно хороший человек. Талантливый. Понимал, что к чему. Ну, после него Евкуров пришел, я с ним тоже встречался. Ну, Последний раз это было в 18-м, 17-м. наверное, я не помню дату, вот это вот зараза как вот распространилась, До коронавирус. Я 20 уже, до 20. Да. поездки уже стали сложнее, я не был. Евкуровым я встречался, беседовал. Так, особого, он черствый какой-то человек, особого впечатления на меня не произвел. Вот еще интересно, у вас из близких родственников кто выжил? Они вернулись на родину или также где-то проживают рядом с вами? Все сестры, которые замужем были, все вернулись. Одна старшая сестра 24 года, Заушева, была замужем, и Кажева жила. Она тянула, когда отец умер, ей было только 14 лет. У нас как-то Бог нас берег, семья не распалась. Но я помню, как вот в Мойноске с старшей сестрой моей, которая передо мной родилась, она повела нас в детдом. Ну, пристроить есть нечего было. Ну, когда она подвела к этому детдому, с барака высыпались дети детдомовские. Ну, я запомнил их лица, побитые, в общем, у кого кровь, у кого полураздетые. Ну, она, директриса, тоже вышла, сказала: лучше вы умрете на моих глазах, чем я вас сюда сдам. И обратно домой провела. Ну, многие умер, все лежат там. Дядя умер, все его, ну, три сына умерли. Потом двоюродные сестры. Сколько у вас детей? Сейчас у меня 4 детей. Одна в Магасе работает, замужем, вторая в Сургуте. Они сыновья 2, вот младший вот стоит. И старший тоже здесь со мной, здесь в Алмате живут. Там у старшего 3 детей, у одной девчонки тоже 3 детей. Ну, у нас как-то со стороны дочерей не считают близкими, поэтому вот 3 внуков есть. В завершение нашей встречи я бы хотел сделать вам небольшой подарок. Это значок Ингушетии, вашей родины. Пускай это будет знак мира и дружелюбия, а также я верю, что пригородный район однажды будет вновь Ингушетией и вернется в гавань, потому что эти люди пострадали из-за наглой, грязной политики Сталина. Спасибо большое, огромное. Я впервые встречаю человека, который бы так вот с душой выступал за правду, за восстановление справедливости. Вам надо
при жизни памятник поставить. Кто вырастил такого сына, это необыкновенные люди. Вы не сами по себе, видимо, в генах ваших заложены истинно русского человека, которые и меня воспитали в научном плане. Дай Бог вам здоровья и вашим близким. Я бы хотел сказать одно, что Булгаков в свое время, преследуемый Сталиным, очутился в Орджоникидзе. Там эти бежавшие люди, они скрывались в подвалах, когда нападали на гражданская война шла. Ну и между собой, это не я придумал, это в печати было, что если придут ингуши, то они ограбят, но если осетины, то и поубивают нас. Да, Между собой беседуют. Вот они, до чего они прозорливые. У нас нация, видимо, в течение всего нашей истории советской 4 раза, в общем, ограбили. Да. Не дают життя. Вот они нашлись, а Булгаков написал пьесу «Сыновья Муллы», заработал какие-то деньги, на эти деньги перебрался в Грузию, с Грузии в Турцию, в общем, так вот спасся. Они ему, наши вот сидят, ничего не делают, а они поставили в Орджоникидзе ему памятник. Хотя он писал то, что сам видел, в общем, вот такое. Да, вот Булгакову стоит тоже памятник. Это «Записки на манжетах», по-моему, называется, произведение его. И ресторан тоже Булгакову. Там, в Осетии, все есть. Вот. Наверное, они про это не знают, не читали. Иначе бы все убрали. у меня Лермонтова уже нет нигде, там памятник. У меня есть. Я сохранил этот журнал «Природа». У меня есть. А, там все есть, да? Да. Просто хотелось бы обратиться к молодежи Северной Осетии. Друзья, прежде чем, не знаю, нагнетать обстановку, провоцировать народ, вы должны знать, во-первых, что ингуши с вами граничат. Это ваши соседи. Это нужно не забывать. Вы должны дружить. И если вы хотите узнать истину, то вы должны эту истину искать не на заборе, там, где написано. На заборе все что угодно написано, а из официальных источников. Вот я взял и приехал в Казахстан. Вот познакомился с очень душевным человеком, с очевидцем тех событий. Почему вы этого не можете делать? Почему вы всегда провоцируете и считаете, что ингуши какой-то плохой народ? Да если был бы это плохой народ, ну поверьте мне кажется, я бы уже давно здесь не сидел, уже в Ингушетии со мной что-то сделали. Но, как видите, меня здесь встречают гостеприимно. Чай, ингушский чай. Ну, сейчас у нас просто интервью, не та обстановка. А так, вам огромное спасибо, Султан. Дай Бог вам долгих лет жизни, здоровья, близким родным, сыну, дочерям, внукам. Дай Бог вам увидеть правнуков. Я верю, что все будет хорошо, и думаю, что справедливость будет восстановлена 100%. Надежда умирает последней, говорят. Главное не остаться без веры. Нужно верить. Это Спасибо вам за вашу работу, очень трудную, но благородную. Очень благородную. Спасибо. Дай Бог, чтобы ваши вот труды не пропали даром и не воплотились в жизнь. Мы у отца и казаки русские были друзьями, и осетины были друзьями. Надо дружить, жить. Зачем? Ведь это столкновение не рождает. Как я сказал, вот в соборе здесь воскресенье, да, мы Вознесенский собор встретили Надежду, прихожанку. В 1973 году она сюда приехала, в Алматы, и она очень хорошо, причем она не знала, что я знаю ингушей, чеченцев и так далее, очень хорошо отзывалась о вашем народе, о том, что вместе работали, о том, что ваши девушки, женщины благородные, чистые, и привела их в пример в первую очередь. За то, что мужчины всегда во всем там помогали, если нужна была помощь какая-то по хозяйству. И
также говорила очень добрые слова за мусульман. Не то, что вы плохие, как это показывают по телевидению, да, и я понимаю, мои блоги для некоторых невыгодны говорить, но правильно Султан сказал, главное во всем мире мир и дружба народов. Мы живем в большой стране под названием Россия. И я бы очень хотел, чтобы его семья вернулась к себе на родину. И в конце концов, это его родина, это родина даже вот сына, несмотря на то, что, наверное, здесь родился, да, сын? Да. Да. В любом случае, ногами, как говорится, ингуши вросли в эту землю. То, что они здесь находятся, это глаза, а ноги там. Надеюсь, все будет хорошо. А вам спасибо. Спасибо вам. Бартал. Спасибо вам, что вы добрались до вот переселенцев, которые не смогли вернуться в свое время. Я тоже старался вернуться после окончания института. Даже выходил с просьбой, там Аздоев Курейш был такой, председатель президиума Верховного Совета Чечен-Ингушетии. У него был на приеме. Но, однако, судьба по-другому распорядилась. На самом деле, вот даже положа руку на сердце, я был безумно рад такому знакомству с таким удивительным, мудрейшим, умнейшим, гостеприимным и добрейшим человеком, уроженцем Республики Ингушетия, как Султан Аздоев, от которого я узнал многого интересного и полезного лично для себя, ну а теперь знаете и вы. Спасибо тебе большое, Султан, дай бог здоровья тебе, близким и родным, береги себя. И сейчас хочется еще обратиться так немножко к сыну Султана. Дружище, нужно жениться, папа хочет внуков. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. У меня интересно, я говорю не только о том, как можно самостоятельно, самое главное, недорого поехать и полететь, но а также показываю вам жизнь людей в этих путешествиях. И, конечно же, рассказываю про историю тех мест, которые я посещаю лично. Ну а вам я даю совет не искать 1000 причин, чтобы не путешествовать, а искать миллион причин, чтобы поехать и полететь. И я не прощаюсь. До встречи.